Спокойствие и мир требуют в Карасуйском районе Орской области. Жители вышли против митингов с требованием прекратить попытки устроить беспорядки. Граждане также требуют у власти принять меры в отношении провокаторов и призывают кыргызстанцев не вестись на эти попытки. Участники записали и видеообращение для главы государства. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Уважаемый кыргызский народ, уважаемый президент Садыр Нуркожоевич, мы, жители Карасуйского района Орской области, обращаемся к вам. Мы уже сыты по горло этими митингами, устали. До каких пор, уважаемый президент, все это будет продолжаться? Введите запрет, ловите таких людей в рамках закона. Все люди хотят спокойствия. Когда все это прекратится? Народ, постыдитесь, займитесь своими домашними делами, хозяйством, полем. Не ходите в места, где скапливается толпа. Прошу вас, если есть что сказать, говорите. Это то, что происходит на самом деле. Нам это все не нужно. Нам нужно спокойствие. Если говорить о самой причине шумихи вокруг Кемпирабадского водохранилища, то одни выражают недовольство касательно решения вопроса границы с Узбекистаном. В частности, против передачи водохранилища. А другие считают, что вопрос решился в пользу Кыргызстана. По крайней мере, проблемы нехватки весенних и зимних пастбищ для людей, занимающихся животноводством, как отмечают в самом регионе, будут решены. Жители села Кокташи не только, примерно 80% жителей нашей местности будут обеспечены пастбищем. Если бы этот вопрос не решили, поскольку здешнее население занимается животноводством, то остались бы без дохода, соответственно, упала бы вслед и экономика. Поэтому для нас, для народа, это реальная помощь в решении весьма важного вопроса. Наш народ зарабатывает себе на хлеб животноводством. Именно благодаря таким пастбищам нам удается обучать детей, кормить семью и вообще жить. Поэтому Камчебек Кадыршаевич специально приезжал к нам и разговаривал с нами, выслушал каждого из нас и принял соответствующее решение. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот поэтому он увидел все на месте, как обстоят дела. Я уже 20 лет живу на территории близ границы и даже работал главой села, и только сейчас решаются наши вопросы. И нас это радует. Жители приграничных сел благодарны и за то, что пограничный вопрос решается именно путем переговоров. Ведь спустя столько лет именно мир и спокойствие нужны народу, отмечают на месте. Хотим выразить благодарность Садыру Нуркожоевичу и Камчебеку Кадыршаевичу, поскольку удалось вернуть землю, которая принадлежала нам, а главное мирным путем, путем переговоров. Это для нас очень важно, поскольку мы видим, что периодически происходит в Баткене, и, конечно, такой участи не хотим. Спасибо им за то, что решили вопрос без кровопролитий, слез и потерь. Мы очень этому рады. Тем временем и в другой части страны продолжают призывать к миру и стабильности. В Таласской области также жители собрались, чтобы высказаться по поводу последних событий, вызванных вопросом Кемпирабадского водохранилища. Уважаемый кыргызский народ, мы, жители Таласского района, хотим спокойствия. Мы можем быть довольны работой нынешней власти. Она достигает немалых успехов, о которых не стоит забывать. Заработные платы, пенсии увеличились. Поэтому давайте жить мирно и не вестись на провокации. Таласский народ хочет спокойствия, ведь разве мало мы видели революций? Сколько людей погибло из-за этих переворотов, сколько потерь наша страна понесла. И всего этого нам не нужно. Мы ничего не добились этими революциями. Любые вопросы можно решить мирным путем. Поэтому давайте радоваться тому, что у нас есть. Пусть будет мир и стабильность в нашей стране. Напомним, 10 октября члены парламентского комитета по международным делам согласовали проект соглашения по делимитации и демаркации границ с Узбекистаном. В итоге Кыргызстану должны перейти 19 699 гектаров земли. За Узбекистаном же остается территория воды Кемпирабадского водохранилища. Это 4485 гектаров. Но контролировать воду будет совместное учреждение из 8 специалистов. 4 из Кыргызстана, 4 из Узбекистана, что должно позволить кыргызстанцам свободно пользоваться водой. Айзада Урумбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.